Уважаемые подписчики, уважаемые друзья, давно не выходил в эфир. Как-то трудно, когда особенно день-два проходит, не уходишь в эфир, очень трудно снова выходить, что-то говорить. И когда тем более трудно, на работе загружен, тем более. Сегодня давайте я вам простую историю расскажу. По-моему, история интересная. Мне ее рассказал много-много лет назад один человек, которого я подвозил по дороге. Человек этот был из поселка Новые Алды в городе Грозном. Он был старше меня, и он рассказал мне такую историю. Где-то в году 82-м, 83-м примерно, он рассказал, что он был тогда молодым парнем, соответственно, и он ехал на автомашине, это была то ли копейка, то ли шестерка, я точно не скажу. Он ехал на машине домой с центрального рынка города Грозного, вез домой родителей, отца и мать, в поселок Новые Алды. И получилось так, что когда он проезжал одно место, которое называется у нас автовокзал, южное, он увидел, что стоит такой седобородый старец, как так принято называть, очень приятный с виду человек. Он стоит на обочине дороги и ждет машину по другую, которая едет в обратную сторону. И только-только вот первые капли, начинался дождь, и парень, человек, который мне это рассказывал, я не помню, как его имя, человек, который мне это рассказывал, сказал, что вот он как его увидел, тем более увидел, что вот-вот начнется дождь, и он сказал, что сам себе сказал: я сейчас быстро отвезу родителей, и если этот пожилой человек будет еще там находиться, я отвезу его куда угодно, куда бы он ни ехал, на Чеченском ярче, Нигатиновцу. И он как можно быстрее повез домой родителей. Я, честно говоря, в удивлении, как в те годы пожилой человек, седобородый, вообще даже 5 минут мог простоять на дороге. Но так получилось, что, может быть, Всевышний услышал мольбу и намерение этого парня. И в тот момент, когда он буквально очень скоро вернулся обратно к этому месту, начинался дождь, и пожилой человек также стоял на этом месте. Парень подъехал, он его посадил в машину и спросил, куда ему нужно ехать. Пожилой человек спросил: а ты куда едешь? И тогда парень ему рассказал, что вот он ехал домой с родителями, что он его увидел, вернулся, и вот с таким намерением ради Всевышнего, что он отвезет его, куда бы ему не нужно было ехать, хоть в соседнюю республику. И, конечно, пожилому человеку очень это понравилось, и он сказал: я живу в одном из сел возле Терека, но ты меня туда не повезешь, я не скажу тебе, в каком селе я живу. Дело в том, что автобус, который отходит от автостанции около центрального рынка, останавливается буквально у меня перед воротами. Так что если ты до меня довезешь до центрального рынка, до автостанции, то считай, что ты довез меня домой. Но этого парню явно было недостаточно. Он его начал упрашивать назвать ему село, но старик назвать село категорически отказался. Он сказал: твое намерение ради Всевышнего я очень сильно приветствую. Довези меня до автостанции и считай, что ты довез меня туда, куда мне нужно, что ты довез меня домой. И не узнав больше никакой информации, парень, соответственно, поехал и отвез его до автостанции. По пути он его еще снова и снова уговаривал разрешить отвезти его домой, но старик не согласился. И, высадив его и проводив его на автобус, парень поехал по своим делам. На этом первая часть истории заканчивается. После этого проходит, я написал в названии 2 года, вот точно не помню, то ли 2 года мне,
человек говорил, то ли 4 года прошло, и он как-то ехал по одной из дорог в каком-то направлении в пригороде Грозного. Ехал, и, в общем, у него наехал на гвоздь, у него прокололо колесо. Ситуация была такая, что незадолго перед этим он колесо свое кому-то одолжил, и запаски у него не было. Он стоял на дороге, тоже недолго стоял, потому что в Чеченской Республике, когда нужна человеку помощь на дороге, он, как правило, долго на дороге не стоит, и раньше тем более такого не было. Дал мула. И получилось так, что люди, которые останавливались, у них или не было как-то, или не подходила, скажем так, запаска, или марка была другой марки машина была. В общем, так вот несколько человек остановились, и в какой-то момент он увидел, что машина, которая такой же марки, как у него, «Жигули», которая едет в обратную от него сторону, затормозила на другой стороне дороги. Парень, который сидел за рулем, так вот удивленно на него уставился, потом резко развернулся, остановился, подбежал, спросил, что случилось, уважаемый, ваша хухалама. Он объяснил, что вот колесо проколол, а запаски с собой нету. И парень как-то странно побежал, в общем, сказал, у меня есть запаска. Он побежал, вытащил запаску из багажника своей машины, прибежал и начал сам, парень был на несколько лет моложе, человек, который это рассказывал, он начал сам эту запаску как бы ставить ему на место проколотого колеса. Вот автор того рассказа говорит, я сам хотел сделать, но парень категорически мне этого не позволил. Он запаску поставил, все сделал, положил мое проколотое колесо ко мне же в багажник, и потом с каким-то странным, не совсем понятным, но очень довольным видом сказал, дал мне не ваша. Счастливого пути, говорит, уважаемый. Автор рассказа был удивлен вот таким его поведением. Поведение это нормально, но при этом у него лицо какое-то не совсем понятное было, какое-то совершенно счастливое лицо, говорит. Я не мог понять, что случилось. И он сказал, давай сейчас доедем до вулканизации, вот совсем здесь недалеко, я тебе отдам запаску. На этот парень ответил, нет, я с тобой не поеду до вулканизации, запаска пусть останется у тебя. Как так? Это же твоя запаска, она не моя. Поехали, я тебе сейчас ее верну. Тот сказал, нет, я не возьму ее обратно. И тогда он говорит, я вообще в удивлении не мог понять, и сказал ему, ваша ахулилду сукитом цахитом, я не понимаю, что происходит, почему ты вот так себя ведешь вообще. Почему запаску не хочешь забирать? Я не понимаю. На это парень улыбнулся и попросил его пройти к его машине. Когда он прошел к машине этого парня, тот показал пальцем на бардачок своей машины. И вот автор нашего рассказа с таким удивлением увидел, что на бардачке наклеена бумага с номером его машины. И он удивился, говорит, это же номер моей машины, говорит, откуда он у тебя? И тот сказал, что несколько лет назад ты подвозил пожилого человека, вот у тебя было такое намерение ради Аллаха, ты его подвез, он жил на самом деле в таком-то селе, но он тебе не позволил повезти его до дома, ты его повез до автостанции. Но когда он приехал домой, в общем, я вот здесь сейчас тоже немножко не помню, то ли пожилой человек перед смертью это сказал, по-моему, так это было. И он собрал, когда собрались молодые люди, родственники, он сказал им, дал им номер машины этого парня, сказал, запишите этот номер, вот так и так, один парень мне как-то помог, и если у вас когда-нибудь будет
возможность ему чем-нибудь отплатить, обязательно сделайте для него что-нибудь хорошее. И парень, ему, этот молодой человек ему говорит: Ваша, говорит, нас человек 10 с такой же наклейкой на бардачке ездит, говорит, уже несколько лет. Ну, не несколько лет, а несколько месяцев. Нас человек 10 уже ездит, короче, с такой наклейкой на бардачке, говорит. И мне просто повезло больше, чем остальным. О каком колесе ты говоришь, я теперь среди своих родственников стану, ну, скажем так, уважаемым человеком, которому повезло тебя встретить. Вот такая вот очень простая история. Таких историй в жизни достаточно много. Я вышел в эфир ради того, чтобы поздороваться, заодно решил рассказать вам эту историю. Если у вас есть какие-то интересные истории, позитивные, несущие добро, они у вас в любом случае есть, присылайте, напишите в комментариях, будем рассказывать. Да, это был Салам Дельчак, Масагу, алейкум ассалам. Здоровье у меня лучше, да, Алмула. Работаем, стараемся. Да, это больше, Масай, адыки.